Собственно, готовность республики к зиме определяется цифрами. По каждому городу и району их десятки, если не сотни, тарифы, запасы топлива, километры труб, затраты на ремонт и так далее. Но есть итоговые, главные цифры готовности к зиме, которые мы сейчас и покажем. Они пришли из Минстроя Коми. Давайте посмотрим на первый слайд. Итак, всего в республике 386 котельных. Запущено 384 котельные, или 99%. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, к центральному отоплению, что очень важно, подключено 98% объектов социальной сферы. Детские сады, поликлиники, больницы, школы и так далее. И третий слайд. Подготовлено к зиме 99% тепловых сетей и 98% водопроводных сетей. Вот таковы, на наш взгляд, главные цифры. Эти цифры озвучила заместитель министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики Ольга Микушева. Сегодня Ольга Михайловна гость нашей студии. Здравствуйте, Ольга Михайловна. Благодарю вас за участие в нашей программе. Она становится традиционным в это время. И мы рады вас приветствовать в нашей студии. Очевидно, что каждый отопительный сезон имеет свои особенности. И здесь главное не наступать на грабли и делать, так скажем, правильные выводы. А вот, Ольга Михайловна, скажите, пожалуйста, вот цифры, которые вы увидели, услышали, они сейчас немножечко изменились. Это ведь был релиз, ваш пресс-релиз вашего министерства 15 сентября. Сейчас 19. Что-то стало хуже, что-то стало лучше. Может быть, не дай бог, какие-то нештатные ситуации, и тогда цифра уменьшилась, например, по котельным. Хуже ничего не стало, становится с каждым днем все лучше и лучше, потому что работы ведутся в непрерывном режиме. По котельным, значит, у нас запущено 385 котельных только, то есть больше на одну котельную. Подготовлено котельных к отопительному периоду 99%. Жилфонд подготовлено 99,8%. Ремонт, испытаний, промывка тепловых сетей, значит, прошла у нас на 100%. Ветхие тепловые сети заменены на 92%. Слушайте, какие хорошие цифры-то, прям удачные. Вот за этот период, вот сейчас, ну, официально все-таки министерство взяло на себя ответственность, сказало, что везде все тепло подключено. За эти дни, вот 4 дня, которые были с вашего пресс-релиза, все произошло спокойно, все в штатном режиме, я правильно понимаю? А 100% можно достигнуть? Вот там где-то 92, 98, 99. Или вот на всякий случай министерство оставляет 1% на случай чего? Мы стремимся, конечно же, к исполнению 100%, потому что вот я называю проценты, это плановые цифры. Мы формируем комплексный план по подготовке к отопительному периоду, и этот план исполняем, стремимся исполнить. Поэтому вот подготовка котельных на 99%, только по 2 котельным еще продолжаются работы. Эти котельные уже запущены по Воркуте, они снабжают теплом наших потребителей, но работы продолжаются. Ясно. Я хотел бы отметить, Ольга Михайловна, я правильно понимаю, что в любом случае есть какие-то моменты, сложности, на которые вы оставляете, но ведь эти проценты – это люди. Конечно. Это люди, которые, может быть, где-то прохладно, холодно. Мы сегодня об этом обязательно поговорим. И хотел бы сказать, что мы сегодня, мой коллега Евгений Ершов, сегодня решил сравнить, как начался отопительный сезон 2016 года и 2017. Повторюсь, в каждом отопительном сезоне есть свои особенности. Давайте посмотрим материал моего коллеги Евгения Ершова. Воркута 2016. Износ коммунальных сетей 90%. Именно в Заполярье за последние 2 года были зафиксированы серьезные аварии. В поселке Елецкий вышли из строя 4 из 6 котлов. Аварию ликвидировали буквально всем миром. Состояние сегодня сети тепловых, да и в принципе сетей, которые непосредственно доставляют воду в город, действительно почти 100% износ. Это копилось не 1 год, не 2 и не 3 десятилетий. Напомним, в 2016 году на удручающее состояние воркутинской энергосистемы глава Республики Коми Сергей Гапликов обратил внимание во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Принятые меры позволили нормализовать ситуацию, число аварий удалось снизить в разы. Большая кампания по ремонту оборудования началась на Воркутинской ТЭЦ-2 в феврале этого года. Самые объемные и сложные работы уже завершены. Продолжается ремонт оборудования на ТЭЦ-1 и ЦВК. Ведутся работы по переводу ЦВК с мазута на газ. Срок – конец осени. Особое внимание к Усинскому водоводу. В декабре 16-го на главной водной артерии Воркуты произошла авария. 40-градусные морозы и отсутствие снежного покрова стали причиной образования наледи внутри трубопровода, что привело к падению расхода воды. На днях вице-премьер
Вице-премьер Коми Константин Лазарев заявил, что этой зимой, чтобы не допустить аварийных сбоев, для подогрева воды заработает вышедшая из строя 15 лет назад труба «Спутник». Все ремонтные работы должны быть завершены к 10 октября. В Усинске прошлой зимой работы у коммунальщиков тоже хватало. Ремонтировали и городскую ЦВК, и некоторые участки теплосетей, и, конечно, котельную в поселке Парма. Напомним, в 16-м к аварийному отключению электроснабжения оказались не готовые пармские сети, попросту замерзли. Сейчас власти города уверены, повторение ЧП удастся избежать. Сегодня все сделано для того, чтобы резервный источник питания можно было спокойно подключить. Монтируется, значит, дополнительный насос, который будет поддерживать циркуляцию в случае такой аварийной ситуации. Что касается Сыктывкара, Сосногорска, Ухты, там никаких значительных проблем не возникало. Мелкие дефекты на теплосетях моментально локализовывали и устраняли, не допуская длительных отключений. Подготовку котельных и ТЭЦ в этом году начали, не дожидаясь конца отопительного сезона. Тяжело оказалось с тепловыми сетями. Из-за позднего окончания отопительного сезона пришлось пересматривать графики испытаний трубопроводов, ремонтов, работ по благоустройству. Только в одном Сыктывкаре столкнулись с большим объемом работ по восстановлению асфальтового покрытия и замене теплосетей. В целом по республике заменили почти 30 километров ветхих тепловых сетей и 33 километра водопроводных сетей. На объектах теплоснабжения сформирован почти 100% запас угля и дров и 95% мазута. Осталось дождаться зимы, которая и оценит, готова ли республика к холодам. Итак, отопление включено. Везде ли тепло? Это тема нашей сегодняшней программы. Телефон студии 46 90 60. Мы предполагаем, уважаемые друзья, что не во всех домах так тепло, как хотелось бы. Вы можете сообщить адрес холодной квартиры в нашу группу ВКонтакте. Вот, посмотрите, пожалуйста, на экран. Специальный пост мы сделали по поводу этого. И вы можете, значит, оставить там адрес. Затем, после передачи, мы отдадим эту информацию. И я думаю, что в оперативном штабе разберутся, в штабе министерства разберутся для принятия мер. Согласны, Ольга Михайловна? Нормально? Согласна. Это нормальное дело. Люди пускай пишут и сообщают город, адрес и прохладно. Давайте поговорим о Воркуте. С ней против. Вообще, в принципе, прежде чем к Воркуте приступить, Ольга Михайловна, скажите, пожалуйста, вот в целом, если сравнивать 16 и 17 республика, она лучше подготовилась? Вот сейчас, в этом году, у вас больше уверенности, что этот отопительный сезон будет успешным? Ну, вы знаете, по крайней мере, мы постарались учесть все те ошибки, что были при подготовке к отопительному периоду в 2016 году. Поэтому мы стараемся готовиться к отопительному периоду каждый год, мне кажется, все лучше и лучше. Поэтому здесь сразу скажу, что отопительный период на сегодня у нас, значит, на территории всей Республики Коми. У нас все объекты социальной сферы подключены к теплу. Что очень важно, конечно. Да, что очень важно. По Воркуте у нас и многоквартирные дома все подключены к теплу, и по ряду тоже муниципальных образований. То есть, так скажем, дипломатично, будем надеяться, да, что предприняты все меры, и что этот сезон будет более успешным. Ну, будем надеяться, конечно же, и предпринимать все меры. Да, хотел бы сказать, что, ну, прежде всего, конечно, по Воркуте в прошлом году сложилась очень непростая ситуация. Это была ситуация с Воркутинской ТЭЦ. Решения принимались на уровне администрации президента и правительства страны, о чем сказал мой коллега. Затем январская авария на Усинском водоводе, которая привела к тому, что прекратилась подача тепла в жилые дома, где пришлось даже заменять отопление. У нас сейчас на прямой связи, на связи с нами мэр Воркуты Игорь Валерьевич Гурьев. Игорь Валерьевич, вы нас видите, слышите? Слышу. Давайте, Игорь Валерьевич, с вами обсудим, как в этом году Воркута готова к зиме. Ну, все на штатном режиме. Вопрос, те проблемы, которые мы видели по работе и штат. Подземный участок, там полностью ремонт, порядка 10 метров. Ну, к сожалению, у нас что-то со звуком, да? Давайте мы попытаемся, Игорь Валерьевич, плохо очень слышим вас. Я попросил бы нашего режиссера, если возможно, связаться по телефону с мэром Воркуты, чтобы мы слышали лучше Игоря Валерьевича и смогли с ним поговорить об очень важных вопросах для воркутинцев. Там интересует и состояние Усинского водовода, и о том, как сейчас ситуация с ремонтом ТЭЦ-2. У нас ведь, насколько я знаю, по ТЭЦ в Воркуте был составлен целый план ремонтных работ. Он довольно был объемный, и там даже в соглашениях между компанией Т+, и республикой были прописаны. Как вы оцениваете, как оценивает министерство? Выполняется этот план? Какие есть проблемы с его выполнением? Что вызывает вашу тревогу или, наоборот,
спокойствие, все идет в порядке. Вы знаете, в результате, вот мое мнение, что в результате предпринятых правительством Республики мер, вот они, еще в прошлом году, и в рамках заключенного соглашения с ПАО «Т+», ситуацию по Воркутинским ТЭЦ удалось нормализовать. Ремонтные работы запланированы, они все проведены, но они продолжают еще вестись, потому что план у нас на несколько лет. За 7 месяцев этого года в результате проведенных работ нам удалось снизить аварийность на воркутинских ТЭЦ на более чем на 40%. Я думаю, что это очень хороший показатель. И нет никаких опасений в том, что отопительный период мы пройдем без каких-то эксцессов. Отлично. Давайте мы попробуем сейчас по телефону связаться с Игорем Валерьевичем. Игорь Валерьевич, вы нас слышите? Да, сейчас слышу хорошо. Сейчас все нормально, мы вас тоже слышим хорошо. Давайте общаться по телефону. На прошлой неделе, Игорь Ильич, была информация, что есть проблема в разнице температуры теплоносителя с ТЭЦ и в домах. А с ТЭЦ выходит хороший градус, а приходит в дом уже пониженная. Удалось решить эту проблему? Вы говорили, что занимаетесь этим вопросом. Ну, там ситуация была немножко не столько связана с ТЭЦ, сколько после отключения ЦВК. Непосредственно в городе у нас 2 теплостанции, ЦВК и ТЭЦ-1. Вот, после отключения ЦВК действительно такие проблемы возникли, были жалобы, и разница в температуре, и еще и давление. Особенно на домах, которые высотных квартиры, высотных этажей. Сейчас. Вот, поэтому в течение недели-полторы искали варианты, и тут даже приняли такие мероприятия, которые раньше в городе не принимались, по наладке, и дополнительная труба была запитана по перемычке. Ну, на сегодня жалобы, во всяком случае, я не получаю, и температура выходит где-то около 60, 57, 58. Неплохо, уже значительно выше. Квартиры. Понятно, спасибо. И еще, в какой стадии ремонт Усинского водовода, в какие сроки закончится? Там, насколько знаю, период, по-моему, начало октября. Ну, да, начало октября это максимальный срок мы установили. 800-я труба, самая та, которая была у нас повреждена, там осталось порядка 30 метров, это дня на 3-4 работы. И 250-я труба, так называемый спутник, который подогрев, где-то 70 метров, это вот до начала октября. Таким образом, до 10-го. До 10-го, правильно понимаю? Начало октября это максимальные сроки. Но саму трубу 800-ю планируем где-то в течение 3-4 дней закончить. Самая сложная работа. Игорь Валерьевич, последний вопрос. Оцените готовность Воркуты к зиме в сравнении с прошлым годом. Ну, по сравнению с прошлым годом динамика, я вижу, что положительно, особенно по многоквартирным домам. Но так или иначе, учитывая, что мы все-таки живем за полярным кругом, ни на один день зимой не расслабляемся. Игорь Валерьевич, спасибо вам. Тепла в домах воркутинца. Спасибо за участие в нашей программе. Давайте двигаться южнее, Ольга Михайловна. У нас ИНТА. Как вы оцените подготовку интинского ЖКХ к зиме и, прежде всего, в вопросе обеспеченности углем? Пожалуйста. По Инте у нас тоже начался отопительный сезон, тоже все потребители подключены к теплу, но в связи с остановкой шахты Инта-Уголь у нас действительно имеются проблемы с топливообеспечением Интинской тепловой компании. Вчера нами проведено рабочее заседание, на котором приняли участие все заинтересованные лица. Были приняты определенные решения, даны поручения, ситуация под контролем. В ближайшее время мы узнаем об этих решениях, направленных на, Узнаете. чтобы расширить эту ситуацию. Ну, будем надеяться, что действительно все будет нормально при полярной Инте, несмотря на сложный период этой зимой. Кстати говоря, по поводу запаса топлива, в труднодоступных районах республики обеспеченность есть 100%. Мы в сюжете об этом сказали, вы это подтверждаете? Подтверждаю. Насколько должно хватить этого запаса вообще в принципе? По некоторым районам, например, по Усинску, Троицко-Печорскому району топливо завезено на 100%. На весь отопительный период его хватит. По остальным северным таким районам, это Инта, Усть-Цилимский район, топливо отгружено, оно все законтрактовано, будет частично завезено, будет завозиться железнодорожным транспортом, нет никаких проблем с обеспечением топлива мы посмотрели по этих цифрам, районов. да, там 98, 92, Да. 95%. Это у нас работа налажена уже не первый год, Да, насколько я знаю. тут проблем Но нет. теперь у нас, мы двигаемся южнее по карте республики, теперь у нас на очереди Ухта. У нас, должен сказать, очень противоречивая информация о теплоснабжении нашей жемчужины. Подробнее о том, как снабжается теплом Ухта, буквально через 40 секунд. Не переключайтесь, у нас реклама. В прямом эфире «Детали дня» мы говорим о начале отопительного сезона в нашей республике. Уважаемые друзья, прежде чем приступить к разговору о том, как отапливается наша Ухта, хотел бы напомнить, что в группе Юргана ВКонтакте вы можете оставить свой адрес, если у вас холодно. Мы передаем это в оперативный штаб министерства. Но некоторые телезрители сообщают, нет
нет у них возможности ВКонтакте это сделать. Мы готовы принять ваш адрес в прямом эфире. Слушаем вас. Из Сыктывкара звонок. Да, будьте любезны, мы вас слушаем, пожалуйста. Можно? Алло. Да, потише Алло. ваш телевизор, мы Алло. вас слушаем. Да-да. Алло. Да-да-да, говорите. Алло. Здравствуйте. 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 Компания, компания «Жилвест». Алло. Да-да-да, мы слышим вас. Компания «Жилвест» лишилась всего жилфонда. Так. Но у нас очень холодно. Когда будет включено отопление? Это улица. Морозова 126. Спасибо огромное. Мы знаем, что есть ситуация с компанией «Живес», управляющая компания, там серьезные проблемы. Ольга Михайловна, что мы сейчас можем сказать? Взять на контроль ситуацию? Ситуацию возьмем на контроль, конечно же, Ну не уточним. оставишь это дома без управляющей компании? Нет, конечно же, я об этой ситуации знаю, что действительно существует проблема. Сейчас администрацией Сыктывкара инициируется расторжение договора управления вот с этой управляющей компанией, а у нее в пределах где-то 100 домов. Ох. Да, и будет решаться вопрос об выборе другой управляющей компании. Как можно быстрее, я думаю. Да, потому как что можно зиму быстрее, но входить. здесь бы я хотела собственникам, конечно же, порекомендовать быть активнее и самим выбрать ту управляющую организацию, которую они хотят выбрать. Это прерогатива ТСЖ. Это право собственника. Право собственника, Это прерогатива права собственника. право собственника. Но тем не менее адрес у вас есть, я думаю, тоже будем решать. Уважаемые Уточним. друзья, в группе Юргана ВКонтакте уже есть сообщения, люди оставляют свои адреса, где у них холодно. Напоминаю, все адреса будут переданы. Мы переходим к Ухте. На прошлой неделе в газете «Городские ведомости» Ухтинской появилась статья о том, что тепло в квартиры ухтинцев поступило с большим опозданием. Акты осмотра отопления вовремя не были подписаны. И как результат, писала газета, люди замерзали в квартирах. Вот эта статья с таким вот невероятным названием, говорящим, так скажем. Что у нас сегодня? Отопительный сезон в Ухте практически сорван. Во всяком случае, такое заявление сделали местные жители. Они утверждают, что во многие дома тепло так и не было подано. При уличной температуре в +6 в квартирах находиться невозможно. Сегодня мы связались с главным редактором ухтинской газеты «Городские ведомости» Кариной Горбуновой, которая утверждает, что холодно не только в домах, но и в учреждениях социальной сферы. Давайте посмотрим. Проблемы испытывали ведь не только жилые дома, испытывали данные проблемы отсутствие тепла. Это детсады, школы, где дети болели, сопливили, ходили в тулупах, практически с шапочками на голове. То на Водном до сих пор нет тепла, в некоторых домах города Ухты нет тепла. Ну вот ждем от руководства нашего города, когда они отрапортуют опять, что все подключено, все готово, и никто не мерзнет, и все очень здорово. Это точка зрения журналистки Карины Горбуновой из Ухты. А сейчас по телефону на связи с нами Петр Артемьев, заместитель руководителя администрации Ухты. Петр Петрович, вы нас слышите? Алло, да, добрый вечер. Здравствуйте, Петр Петрович. Мы хотели бы услышать вашу точку зрения. Согласны ли вы с этой оценкой, которую только что услышали? Извините, может быть, повторить, плохо слышно было. Согласны ли вы с этой оценкой, которую высказала сейчас Карина Горбунова, что масса проблем в социальных учреждениях и квартирах ухтинцев? Что касается Ухты, я так понимаю, да? Да, конечно, да. Естественно. Ну, я просто говорю, плохо слышно, поэтому, то есть, Да-да-да. не знаю, я могу сказать, что на сегодняшний день у нас по Ухте все дома подключены. Ряд есть замечаний у нас, конечно, с управляющей компанией проблемно. Это НМЛ, давно, наверное, известно уже на уровне республики. Вот у нее остается, вот мне на сегодняшний день доложили сейчас полтора часа назад, что 7 домов еще не подключено, это в самом городе. А в Водном поселке все подключено? В Водном? В Водном поселке все дома подключены. Один дом не подключен, но это частный жилой дом, и с него заявка на ресурсоснабжающую организацию на подключение не поступала. Соцобъекты Ухты подключены? Соцобъекты подключены, начали подключаться с 4 числа, когда вышло постановление. То есть там температура нормальная, там как положено, как оно положено в соответствии с законодательством. Там тепло, а не просто прохладно. Да, конечно. Спасибо. Еще последний вопрос. Скажите, пожалуйста, Петр Петрович, есть ли у вас в Ухте горячая линия, куда люди могут позвонить, чтобы решить вопросы с теплом? Газета, конечно, действенный орган, но все же решать-то эту задачу городской власти.
Ну, естественно, служба ЕДДС у нас 76-00-90 или 112, можно звонить в любое время, круглосуточно принимают заявки, а также в самих управляющих компаниях то же самое, диспетчерские службы работают. И если у кого-то нет на данный момент, может быть, развоздушка, только, то есть где-то не попали на верхние этажи квартиры для развоздушных стояков. То есть эти моменты могут быть, но это, повторяю, только чисто частность по стоякам. Петр Петрович, у меня есть просьба или предложение к вам и к главному редактору газеты «Городские ведомости» Карине Горбуновой. Она наверняка смотрит нашу программу сейчас. Не объединить ли ваши усилия, собраться вместе, проехаться по тем домам, о которых есть информация у газетчиков? Но в конце концов это касается многих уктинцев. И вот так, одни говорят нет, у других да. Я думаю, будет правильно вместе решить этот вопрос. В конце концов, это все в интересах уктинцев и городской власти. Надеемся, что все будет нормально и решение будет принято в пользу уктинцев. Спасибо вам за участие в нашей программе. Ну, мы готовы, спасибо. Будем надеяться и будем следить за этой ситуацией. Готовы, Спасибо. В общем-то, и я сам лично, и управление жилищно-коммунального хозяйства, мы готовы выехать, посмотреть. Карина Горбунова, обращаемся к вам. Звоните в администрацию, вас там ждут. Кстати говоря, спасибо еще раз, Петр Петрович, за участие в нашей программе. Есть, Ольга Михайловна, у министерства вопросы по Ухте? Вы знаете, нет, они хорошо, Ухта у нас неплохо подготовилась в этом году к отопительному периоду. По всем показателям они у нас в передовиках. И, значит, по моей вот информации, той, что у меня есть, все котельные запущены, все объекты социальной сферы запущены. Данные у меня на вчера, что 87% все-таки жилфонда было подключено к теплу вот по состоянию на вчерашний вечер. Но этот же процесс, он непрерывный. Подключение домов идет постоянно. И мы должны понимать, что одномоментно все дома подключить к отоплению невозможно. Это процесс последовательный. Телеканал Юрган регулярно отслеживает эту ситуацию. И в программе «Время новостей Ухта» там появляются сюжеты. И обязательно будем следить, как вообще, что там происходит, почему одни жители говорят нормально, власть говорит нет. Объединяйтесь, пожалуйста, с общественностью, решайте совместно. А вот по горячей линии я задал вопрос в Ухте. А в республике есть такая вот горячая линия, куда можно позвонить, если не помогает ни управляющая компания, такие как Жилвест, например, или муниципальная власть не помогает. Куда? У нас создана круглосуточная горячая линия в службе Республики Коми по жилищному надзору. Номер у этой линии 255 414. 255 414. Я правильно понимаю, что туда могут звонить жители всей республики? Всей да, республики. Правильно? Могут звонить 255 414. 414. Ясно. А на круглосуточное там можно постоянно оставлять информацию? Да, днем работает человек-оператор, а ночью автоответчик. Но понятно. Собственно, как и у нас сегодня в эфире, уважаемые друзья, в группе Юргана ВКонтакте, пожалуйста, оставляйте информацию о том, где у вас холодно, в каких городах, адреса. Все это будет передано именно в этот штаб. В начале эфира, уважаемые друзья, мы сообщили, что к зиме подготовлено 99% тепловых и 98% водопроводных сетей. На Юрган в программу «Ревизор» позвонил телезритель из Нижпогоста и рассказал голую правду про голые трубы. Вот его звонок и эти трубы. Посмотрите. У нас скоро зима, трубы до сих пор не изолированы. Зимой опять будут проблемы. Просим вас приехать и разобраться с этой бедой. Вот, собственно, голые трубы, они не изолированы, и людям становится страшно. Там может с ними все что угодно произойти. Нешуточная ситуация вообще, она может стать зимой, может быть, драматической. Чья это зона ответственности, вот эти Кнешпогосские трубы? И держите ли вы ситуацию на контроле? Эти трубы вот такие не изолированные уже не первый год. Это Кнешпогостский. Это Кнешпогостский район. Это Кнешпогост, да. Вот по Кнешпогосту эта проблема действительно существует на протяжении последних нескольких лет. Отсутствие на отдельных участках магистральных сетей теплоизоляции. В результате, значит, у нас в последние 2 года городским поселением Емва не был получен паспорт готовности к отопительному периоду. Но для нормализации ситуации с теплоснабжением в Кнешпогостском районе у нас с 1 августа в Кнешпогостский район зашла Коми-тепловая компания. Ее зона ответственности теперь. Это теперь ее зона ответственности. И, конечно же, она эти проблемы будет решать. Я правильно понимаю, что люди беспокоятся ведь чего? Что это может замерзнуть? Или, например, пострадает, тем самым, естественно, пострадает потребитель. Конечно. Но прежде всего эти проблемы ложатся теперь на Коми-тепловую компанию, которая должна мониторить, следить за ситуацией. Так это получается? Да, Вы ожидаете, что это может привести к каким-то последствиям, заморозкой? Или это
Не тот Мы случай. думаем, что все необходимые работы, они будут выполнены. Понятно. Думаю, что таких фото вообще-то вот, ну или там фотографии даже в ВКонтакте много появляются, голых труб, которые рядом с домами, раздетые, как говорят, трубы. Их достаточно много. Где-то хулиганство, где-то украли, где-то просто кое-как сделали. В случае таких ситуаций, когда люди видят голые дома рядом с собой, кому звонить, кому обращаться? Можно звонить к нам в министерство, потому что у нас в министерстве тоже есть единая диспетчерская служба, которая осуществляет контроль за именно вот работой ресурсоснабжающих организаций, за состоянием вот этих вот труб. То есть, если поступит к нам такой звонок, мы его отработаем. Ясно. Не У нас- оставим без внимания. Спасибо. Поступил звонок с Сыктывкара, улица Панева. Из экономии времени. Спасибо, что позвонили к нам. Да, это был звонок. Отключили котельную в Сыктывкаре на улице Панева. Там вот, я думаю, что тоже стоит поработать, потому что там у людей проблем с отоплением. Это Сыктывкар, улица Панева. Я думаю, что та же проблема. Давайте идти южнее. Ольга Михайловна записала эту проблему. Неделю назад в СМИ прошла информация, что в селе Выльгард Сыктывдинского района коммунальщики не успели завершить ремонт теплотрассы к отопительному сезону. В результате 8 многоквартирных домов и 1 детский сад остались без тепла. Подвела подрядная организация, у которой, по словам муниципальной власти, не хватило денег на необходимые для ремонта материалы. Поэтому работы были приостановлены. Глава администрации Сыктывдина Олег Лажанев пообещал, что до конца нынешней недели, вот этой недели, дома будут подключены к теплу. На связи со студией Выльгард начальник управления ЖКХ Сыктывдинского района Евгений Зыбин. Евгений Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вы нас слышите? Да. Чудесно. Скажите, пожалуйста, идет ли ремонт и когда он будет завершен? Да, на сегодняшний день ремонтные работы уже в стадии завершения. Первое по Ольге Мальцевой. Полностью работы будут завершены сегодня ночью, мы ожидаем. Завтра с утра будет проведена промывка и опрессовка системы и будет начата подача тепла на данные дома. Когда в домах будет тепло? Мы ожидаем, что полностью вопрос этот будет решен 20-21 числа, полностью по всем домам. Понятно. Скажите, пожалуйста, детский сад, о котором шла речь неделю назад, подключен? Детский сад подключен еще с 12 сентября. Понятно. Скажите, пожалуйста, контролирует ли администрация качество работ, которые сейчас проводятся, или скажется это некая спешка, как многие боятся, на безаварийность отопительного сезона? Конечно, контроль осуществляется совместно со специализированными организациями, а именно с Сыктывдинской тепловой компанией. Все находится на особом контроле. Мы надеемся, что все пройдет благополучно. Что вы будете делать для того, Евгений Анатольевич, чтобы у нас в следующем году подобная ситуация не повторилась? Уроки-то какие? Кто виноват, что делать? Ну, скажем так, все выводы сделаны. Задача администрации поставлена перед жилищно-коммунальными службами подготовить план работы на ближайшие 3 года и в плановом режиме, в тесном взаимодействии со специализированными организациями и ведомствами осуществлять данные работы. Спасибо, Евгений Анатольевич. Будем надеяться, что все это будет выполнено. Скорейшего тепла сыктывдинцам, которые еще сейчас мучаются в этом холоде. Спасибо за участие в нашей программе, Евгений Анатольевич. Ольга Михайловна, а какие выводы сделал министерство из этой ситуации? Неужели так вот, слушайте, как-то неожиданно, в 1 сентября ничего не готово? Какие-то трубы надо прокладывать, какие-то десятки метров? Что это такое? Это же, ну, как-то так, все по плану ведь должно идти. Тогда-то сдать, у нас начинается прохлада, отопительный сезон. Вы знаете, подготовка к отопительному периоду во всех муниципальных образованиях, она осуществляется под пристальным вниманием министерства. Поэтому невозможно проконтролировать каждый участочек трубы, как выполняются работы в каждом муниципальном образовании, там, по каждым участкам. По этой ситуации разбирались? По этой ситуации разбирались. Действительно, из-за отсутствия, из-за недостатка денежных средств в администрации и отсутствия денежных средств, оборотных средств у подрядчика, работы ремонтные начались поздно.
И произошло вот такое вот отставание по двум вот этим вот участкам тепловой сети. Но по моей информации, что действительно тепло должны завтра подать на дома. Спасибо. Давайте двигаться к Сыктывкару. У нас в столице республики отопительный сезон начался 11 сентября, но жалобы на холод в квартирах были. Мэр Сыктывкара Валерий Козлов от этих жалоб укрываться не стал. Более того, на своей странице ВКонтакте Валерий Владимирович Козлов организовал сбор этих жалоб. Вот его страница. Значит, этим приглашением мэра, надо сказать, воспользовались многие горожане. Некоторые тут же говорят спасибо, если потеплело, или снова жалуются, что так же холодно. На связи со студией нашей программы мэр Сыктывкара Валерий Козлов. Валерий Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Вы нас видите, слышите? Вижу, слышу, хорошо. Спасибо. Валерий Владимирович, коротко. Много ли жалоб и как отслеживаете решение проблемы? Ну, на сегодняшний день у нас за сутки 8 жалоб. Первый день более 40, поэтому количество жалоб снижается. Отслеживаем действительно каждую жалобу в ручном режиме. Практически все они уже решены. Буквально несколько обращений должны быть закрыты завтра. Эффективный инструмент получается? Но я все-таки думаю, что не совсем это правильно, так сказать. Но поскольку люди обращаются, то необходимо отрабатывать каждое обращение. И на это настроены и все наши специалисты администрации. Валерий Владимирович, вы потом как-то даете людям ответ? Или ответом является потепление в квартирах? Ну, на каждое обращение не совсем хватает времени, поэтому если люди дают информацию о том, что тепло поступило, мы ее принимаем, так сказать, отвечаем и отрабатываем только те обращения, которые в течение суток не нашли свое решение. Скажите, пожалуйста, в чем преимущество, на ваш взгляд, вот такой вот трудоемкой для вас формы работы? Все-таки каждый отслеживать, каждый смотреть, отвечать? Ну, я думаю, что, конечно, главное преимущество – это то, что вот такой оперативный формат работы позволяет достаточно быстро решать те проблемы, которые массово стоят перед муниципалитетами. Валерий Владимирович, в конце хотел бы сказать, что сегодня в программе была названа компания «Жилвест», которая серьезные проблемы, более 100 домов. Я думаю, что там тоже потребуется ваше непосредственное участие, чтобы быстро разрулить эту ситуацию. Как вы считаете? Ну, с компанией «Жилвест» мы работаем с самого начала. На сегодняшний момент руководитель на связи. Значит, там порядка 15-20 домов вернули на доработку паспорта готовности. В целом компания тепло подключает, и работа по смене управляющей компании также ведется. Спасибо. Спасибо вам, Валерий Владимирович, за участие в нашей программе. Вам успехов и сыктывкарцам также тепла в домах. Ольга Михайловна, если буквально одним предложением, скажите, пожалуйста, как работают управляющие компании? Прежде всего, ведь с ними общаются каждый человек, живущий в нашей республике. Это те люди, которые обслуживают его дом. Ваша оценка, они справятся с ситуацией? Потому что по Воркуте было много, например, вопросов, когда произошла та история по управляющей компании. Ваши ощущения, стали они грамотнее работать? Или все-таки вот то, что вот произошло с Жилвестом, не подтверждает это? Вы знаете, наверное, такую объективную оценку управляющим компаниям мне трудно дать, потому что мы, министерство, вплотную с управляющими компаниями не работаем. Органом исполнительной власти, осуществляющим жилищный надзор, у нас является служба Республики Коми жилищного надзора. Поэтому, наверное, они бы более адекватно и более объективно ответили на этот вопрос. Но скажу одно, что управляющие компании должны справляться с поставленными задачами. Они обязаны подготовить жилфонд, управляемый ими к отопительному периоду. Если у них есть проблемы, они могут обращаться в том числе, вот вы сегодня называли телефон горячей линии, давайте мы его еще раз повторим. Телефон 255? 255-414. По этому телефону звоним в случае любых проблемных ситуаций, которые возникают в зимний отопительный период. Мы правильно понимаем вас? Наверное, да. Спасибо вам за участие в нашей программе. Я надеюсь, уважаемые друзья, что будет решение по тем квартирам, хозяева которых написали в группу Юргана ВКонтакте в ходе программы. Пожелание всем нам тепла в домах. Это были детали дня. Мы говорили о начале отопительного сезона в республике. Всего вам доброго. Спасибо.